Продолжаем информбюро. Уборка урожая оказалась под угрозой срыва. 80% сельхозхозяйственной техники, тракторов и комбайнов сильно изношены. Они постоянно ломаются, а ремонт занимает время, жалуются фермеры. Кроме того, новая сельхозтехника могла бы обеспечить более качественный сбор урожая. Но приобрести ее дехкане не могут. Какие предложения они выдвигают и когда заработает программа, которую поручил запустить глава государства, узнавала Анастасия Новикова. Серик Султанов больше четверти века возглавляет крестьянское хозяйство. На своих гектарах выращивает клевер и пшеницу. Для работы в поле еще в 90-е приобрел 2 трактора. Но свое они уже отслужили, говорит фермер. Одна сельхозтехника на ходу 26 лет, вторая 30. Из-за сильной изношенности стальные помощники часто ломаются, зачастую не в самый подходящий момент. Поле остались сколько раз. Пришлось, как говорится, буксировать домой привезти, а потом, как говорится, ремонт опять начинается. Лизинга, говорят, не менее 50 гектаров иметь должны, говорить. Такой возможности у нас нет. От силы где-то 5-6 гектаров только. Фермер давно мечтает обновить сельхозтехнику. Говорит, с новыми тракторами можно расширить свои угодья. Но пока приходится работать с тем, что есть. Всего в Казахстане насчитывается 148 тысяч тракторов и 38 тысяч комбайнов. 80% из них изношены. Ежегодно фермеры обновляют всего 3-4% сельхозтехники, тогда как по нормативам необходимо обновлять 10% в год. Специалисты говорят, у крестьян просто нет оборотного капитала и чаще всего низкая платежеспособность. Ассоциация фермеров страны направили письмо президенту с просьбой решить проблему и предложили свои условия. Без первоначального взноса под 3% годовых и на 7 лет. Такую программу кредитования сельхозтехники. На эти цели мы просили 50 миллиардов тенге. Многие говорят, что 3% мало. Почему мы, если на автомобили, по которым там нет прям первой необходимости, чтобы приобретать автомобили, мы даем там 4%, почему мы там не можем внедрить 3%? Даже под 3% годовых переплата будет немалая, ведь техника с прошлого года подорожала в 2 раза. Если трактор год назад стоил 46 миллионов тенге, то в этом его продают по 80-90 миллионов. Купить комбайн простому фермеру вообще неподъемно. Его стоимость на рынке 150-200 миллионов. Президент страны на расширенном заседании правительства полмесяца назад поручил внедрить льготное кредитование за счет средств оператора РОП. Но пока программа только на стадии обсуждения. На площадке министерства проведены ряд совещаний. В настоящее время министерством совместно с заинтересованными государственными органами прорабатываются условия программы. Новая техника фермерам необходима. На кону продовольственная безопасность страны. Современные тракторы и комбайны обеспечат качественный сбор урожая. Крестьяне надеются, что программу льготного кредитования успеют запустить к уборочному сезону в августе. Анастасия Новикова, Давран Абдиев, Абзал Турайбеков, Информбюро Шымкент. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро, когда нужна честная информация.